Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Сегодня поделюсь пошивом простого летнего платья свободного силуэта. Простые линии, легкий крой, быстрый пошив. Но за счет сочетания тканей оно выглядит очень интересно. На распродаже я увидела принтованный лен и просто не смогла пройти мимо. Лен дышит, приятно холодит кожу, а яркий принт маскирует помятости ткани, которые часто бывают в льняных вещах. Вторая ткань, к сожалению, 100% синтетика. Я ее взяла исключительно из-за цвета, чтобы поддержать принт на льне. Отрез льна перед раскроем я постирала, слегка подкрахмалила и проутюжила еще влажным. Построение этой выкройки можно посмотреть в предыдущем видео. Я шила блузу со спущенным плечом и обещала показать на ее основе пошив платья. Для удобства оставлю слайд с чертежом. Построение простое, можно повторить самостоятельно. Если у вас небольшой размер и нет желания заморачиваться с балансом и выточками, просто размечаем нужные детали, вырезаем и краим платье. Конструкция подобного платья оверсайз допускает такие упрощения. Ширина у льна стандартная 150 сантиметров, а вот длина всего 1 метр 20 сантиметров. Это был остаток на распродаже. Но для моей модели его будет вполне достаточно. Раскладываю ткань на столе. По ширине отгибаю полосу 30 сантиметров. Для построения спинки этого как раз хватит для моего размера. Совмещаю центр выкройки со сгибом ткани. Моделировать буду прямо на ткани. Для начала размечу линию талии. Вверх по боковому шву отложу 7 сантиметров. Это расстояние может быть любое. От этой точки прорисую боковой шов. На линии плеча от проймы отложу 4 сантиметра. Увеличу вырез горловины на 2 сантиметра. Соединю полученные точки и прорисую вырез горловины. Углублять горловину буду после примерки. Вниз проведу прямую линию до пересечения с наметкой на боковом шве. Можно уже оставить как есть или сделать припуск на сборку. От самой высокой точки плеча отложу длину изделия. У меня это 1 метр плюс 3 сантиметра на обработку низа. Добавила припуски на ширину лапки и вырезаю основную деталь спинки. По боковому шву срежу пока только кромку. При сборке решу, присобрать подрез или срезать все по выкройке. Спинка готова. Оставшуюся ткань складываю по ширине пополам, выравниваю. Осталось 45 сантиметров. Если нужно платье пошире, оставляем всю ширину. Совмещаю центр выкройки со сгибом ткани. Вверху оставлю побольше свободного места. Оно понадобится при моделировании. Прорисую линию талии. Начну с баланса. От высшей плечевой точки вверх откладываю 1,5 сантиметра. По нижнему краю плеча вниз 1 сантиметр. Остается соединить эти точки новой прямой линией. От линии проймы откладываю тоже 4 сантиметра. Сделаю горловину на 2 сантиметра шире. Вниз опущусь пока на 5 сантиметров. Прорисую вырез плавной линии. От линии талии вверх по боковому шву тоже 7 сантиметров. Вниз провожу прямую линию и откладываю на ней 24 сантиметра. Соединю полученные точки. Это будет деталь рукава. Кроить ее буду из другой ткани. В этом месте очень удобно сделать выточку. Она будет небольшая, всего 3 сантиметра. Позже я эти 3 сантиметра добавлю по краю рукава. Отгибаю выкройку и перенесу построение на ткань. От точки 7 сантиметров проведу параллельную линию. Это будет подрез для присборки боковой части. Соединю начало и конец подреза прямой линией. От высшей точки плеча вниз отложу длину платья 1 метр и 3 сантиметра на обработку низа. Вырежу с припусками на швы 0,7 сантиметра. По боковому срезу избавлюсь от кромки.
Замерила длину подреза по выкройке и длину, оставленную на присборку. Поняла, что такая пышная присборка мне не нужна. Решила укоротить на 5 сантиметров. По боковому шву срежу только верх. По низу оставлю всю ширину. Если вы не любите шить углы, здесь можно сделать скругление. Сразу сделаю коррекцию. Детали рукавов буду кроить из другой ткани. Сразу складываю ее в 2 слоя лицом к лицу. Переношу деталь спинки на ткань. У меня она отличается от передней, но можно сделать одинаковую форму с 2 сторон. Когда обвела деталь по контуру, размечаю место пересечения внутренней части. Просто вот так карандашом прокалываю ткань и хорошенько придавливаю. Дорисую недостающие контуры. Деталь переда буду переносить с учетом выточки. Обвожу плечевой и боковой шов. Также размечаю точку для внутренней части детали. Дорисую остальные контуры. Чтобы правильно закрыть выточку, нужно скорректировать длину. На основной детали я откладывала длину 24 см вместе с балансом. Добавляю недостающую длину и провожу новую плечевую линию. Возвращаю 3 см, которые забирала на выточку. Оформляю край рукава. Добавлю одинаковые припуски. Построение рукавов закончено. Можно вырезать. Посмотрим, что получилось в итоге. Одна деталь переда и к ней 2 детали рукава. На деталях рукава тоже добавила припуски на швы 0,7 см. И одна деталь спинки. К ней тоже идут 2 детали рукава из отделочной ткани. Перехожу к сборке изделия. И первым делом соединю рукава с основными деталями. Вначале на основной детали сделаю присборку. Прокладываю по припуску 2 параллельные строчки. Натяжение нити ослабила, длину стежка увеличила. С одной стороны концы ниток сразу завязываю. Беру свободные нити с другого края и формирую равномерную сборку. Благодаря двойной строчке сборка получается более равномерной и укрепляются припуски на ткани. Для льна это важно. Приметала прямой участок, предварительно соединив контрольные точки. Стачаю детали обычной прямой строчкой. Дохожу до контрольной точки. Разворачиваюсь на игле. Делаю небольшой надрез на припуске и дальше пришиваю вторую сторону. Во время стачивания аккуратно распределяю сборку и слежу за длиной, чтобы края деталей совпадали. В работе мне помогает окантовочная лапка с направляющей. Здесь петли формируются на специальной металлической штанге и только потом переходят на край ткани. Край получается равномерным и аккуратным. Такая обработка может вполне заменить оверлок. Обязательно проутюживаю швы с паром. Припуски заутюживаю в сторону основной детали. Если у вас тоже нет оверлока, это не повод отказываться от пошива платья. От сборки на деталях спинки я отказалась и на боковом срезе уберу лишнюю ткань. Закреплю припуски отделочной строчкой. Чтобы она выглядела безупречно, я использую специальную лапку. Она берет на себя всю сложную работу по контролю ширины шва. В комментариях меня часто спрашивают, что это за лапка. Это лапка для потайного шва. Здесь я ее использую не по назначению. Когда с отделочными швами закончила, складываю детали лицом к лицу, совмещаю стыки швов на деталях и фиксирую булавками. Плечевые срезы соединила прямой строчкой. Края припусков тоже обработала оверлочной лапкой. Направлю припуски в сторону спинки и закреплю их швом все той же лапкой, которая меня здорово выручает. Это сделает плечевую зону более стабильной. На этом этапе сделаю примерку и определюсь с вырезом горловины. Изделие складываю пополам, отмечаю новую линию и срезаю излишки ткани, сохраняя симметрию. Обработаю горловину полоской ткани, скроенной по косой.
Ширина 4 сантиметра. Притачала ее с лицевой стороны необработанным краем. Огибаю припуски и прячу все открытые срезы внутрь. Планку я предварительно наметала. Строчку прокладываю с лицевой стороны, попадая строго шов в шов. Так шов будет практически незаметен. С помощью утюга придаю планке нужную форму. При желании можно проложить отделочную строчку по краю окантовки. Я этот шаг пропускаю и займусь боковыми швами. Первым делом обязательно совмещаю контрольные точки и затем соединю весь боковой шов на машине. На однотонной ткани припуски не заутюживаются. Я их зафиксировала отделочной строчкой. Закрепку сделала на принтованной ткани, так она будет незаметна. Припуски на льняной ткани просто заутюжила в сторону спинки. Отделку по краю рукава можно повторить из розовой ткани или сыграть на контрасте и сделать из принтованного льна. Я остановила свой выбор на однотонной ткани и сделала точно такую же обработку, как на горловине. В районе спущенного плеча рукава часто торчат. Я в этом месте слегка припосадила ткань, и так мне нравится больше. Последний штрих – обработка низа изделия. Отмеряю от края и провожу 2 линии мелом. Сначала 1 сантиметр, затем 2. Это позволяет быстро и ровно заутюжить срез перед обработкой. Отгибаю заутюженный припуск от себя. Вот таким образом. Сгибом основной ткани прикладываю к ограничителю. Когда шью, игла захватывает зубчиком основную ткань. Вся остальная строчка проходит по припуску. Настройки для моей ткани я показала на слайде. Они могут отличаться и зависят от вида ткани. Покажу поближе, как выглядит такая обработка. Основная строчка идет по припуску, и через определенное расстояние шаг в сторону, и игла цепляет основную ткань. На лицевой стороне шов практически незаметен. Подшить низ платья можно любым способом. Я выбрала потайной шов, чтобы показать, как работает лапка, которой зрители часто интересуются в комментариях. В готовом платье полуобхват груди получился 50 сантиметров. Это приблизительно 48-50 размер. Крой настолько удачный, что при таком раскладе из 1 метра ткани можно сшить платье даже 56 размера. Ну вот и все. Мое платье полностью готово. Посмотрите, каким легким, воздушным и по-настоящему летним оно получилось. Розовые детали отлично освежают образ, а свободный крой дарит абсолютный комфорт. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Жду ваши комментарии. Я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!